Почему узбеки поступают с Таджикистаном совсем не по-братски? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как Эмомали Рахмон отнесся к отзыву узбекских студентов из таджикских вузов. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Минобразование Узбекистана требует от своих граждан, которые учатся в вузах Таджикистана, вернуться домой до 15 февраля. Решение повлияет на 5000 студентов. Всем им заявили, что в Таджикистане университеты не состоят в национальном рейтинге Узбекистана, а качество образования в них под сомнением. Молодые люди в торопях пытаются получить академические справки, но даже не уверены, что их будет достаточно для того, чтобы поступить в вузы своей страны. Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана предложило гражданам, обучающимся в высших учебных заведениях Центральной Азии, перевестись в университеты родной страны. Те, кто опоздает, не сможет поступить на родине, а возможность остаться в Таджикистане они даже не рассматривают. Только в Таджикском педагогическом университете обучались 2500 студентов из Узбекистана. Перевод в узбекские учебные заведения – инициатива президента Шавката Мирзиёева, а его решения гражданами не обсуждаются, считают молодые люди. В ректорате университета считает, что решение Ташкента противоречит правилам приема в высшее учебное заведение. У ворот Таджикского педагогического университета в Душанбе в последнее время образовалась нелегальная автостоянка. Студенты, получая необходимые для перевода узбекские вузы документы, табели, академические справки, а также экзаменационные листы, сразу же отправляются на родину. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил свое недовольство и недоумение по этому поводу, ведь договора между вузами двух стран были заключены, и тогда претензий никаких не было. Такое поведение властей очень огорчает, но президент надеется на то, что они найдут все-таки взаимопонимание и студенты никак не пострадают. У меня задолженность по одному предмету, и я с утра пытаюсь получить справку. Но эта ситуация огорчает также и самих студентов. Я приехал сюда учиться, но наш президент подписал указ и сказал: «Приезжайте на родину узбеки и учитесь там», жалуется один из молодых узбекистанцев. Для перевода мне нужна справка, но мне ее не дают. Остальные факультеты получили, но нам, математикам, не выдали. 3 или 4 дня уже пытаясь получить эту справку, возмущается еще один студент. Конечно, мы были довольны учебой, но каждый хочет учиться у себя дома, а я каждый раз проезжаю 140 километров, чтобы попасть в университет. Еще одним весомым поводом для недовольства является стоимость учебы. В Таджикистане год обучения в вузах состоит всего $400 в год, в то время как в Узбекистане студентам придется платить в разы больше. При этом качество обучения, по словам студентов, не отличалось от домашних вузов. Нам здесь нормально преподают, мы довольны. Но нам заявили, что дипломы дистанционного обучения не будут признавать, и поэтому мы получаем академические справки, жалуется одна из студенток. Узбекские власти подчеркивают, что принятое решение никак не связано с угрозой коронавируса или угрозой вербовки граждан Узбекистана в ряды запрещенных организаций. Ежегодно в Таджикистан приезжают на учебу молодые люди из 20 государств. За 2018 и 2019 год страна приняла более 6000 иностранных студентов, а теперь их отзывают. Будем следить за развитием ситуации и надеяться, что вскоре все решится. Пусть дружба наших двух народов живет вечно, пусть и Шавкат Мирзиёев, и Эмомали Рахмон правят нашими народами до скончания времен, во веки веков. На этом у нас все. Просим вас оценить наше видео подпиской и лайком. Также у нас есть специальное предложение для тех, кто заинтересован в продвижении своего продукта. Мы предоставляем рекламу на очень выгодных условиях. Детали будут под видео или же в шапке профиля.